Без прошлого нет будущего. Вклад Егора Семеновича Лаптева в развитие своей малой и большой родины неоценим. Он известен не только в своем Колымском крае, но и во всей родной республике. Жизнь Егора Семеновича Лаптева – пример беззаветной любви к родине. Он появился на свет в Сенькольском наследии в местечке Дулба, а детство прошло в местечке Эгелях. Здесь родились и жили его родители – мать Просковья Ивановна и отец Семен Игнатьевич. Издавна здесь жили их предки. У Лаптевых было 5 детей, 2 дочери и 3 сына. Сестры Акулина и Анна умерли в молодые годы. У Акулины остался сын. Сыновья, рано потеряв отца и мать, сами прожили трудную, но яркую жизнь. Старший брат Егора Семеновича – Иннокентий Семенович Лаптев. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, награжден орденом «Знак почета», 6 медалями ВДНХ СССР, ударник пятилетки, ветеран тыла. Наставник молодежи, депутат местного совета 20 созывов, почетный гражданин Сенькольского наслега, почетный гражданин Среднеколымского улуса, средний сын семьи Лаптевых, Николай Семенович Лаптев. Первый выпускник Среднеколымской средней школы и один из первых офицеров высшего ранга внутренних дел и Комитета государственной безопасности, заместитель министра внутренних дел ЯССР, полковник Николай Семенович Лаптев навсегда вошел в историю района. Награжден орденом «Красная звезда». Младший сын семьи Лаптевых Егор Семенович Лаптев. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, автор 7 книг и соавторов 2 книг, автор гимна Среднеколымского улуса, член Союза писателей Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сенькольского наслега и Среднеколымского улуса, ветеран тыла и труда, персональный пенсионер Республики Саха-Якутия, награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Егор Семенович работал на ферме телятником, разнорабочим, продавцом, заведующим избы читальни, управляющим отделения совхоза, председателем исполкома наслега, директором Майсардахского филиала историко-этнографического музея в Среднеколымском улусе. 21 год работы председателем исполкома Сенькольского наслега. Самые чудесные и плодотворные годы работы в жизни Егора Семеновича, руководимый им Сенькольский совет, вышел победителем социалистического соревнования по всем показателям и 2 раза был награжден денежной премией Совета министров ЯССР, 1 раз денежной премией и переходящим красным знаменем профсоюза и правительства РСФСР. За годы его руководства была построена новая авиаплощадка, построена типовая 8-летняя школа на 160 мест, ясли сад на 50 мест, типовой дом культуры на 200 мест, 4-квартирный дом для учителей, а также поставлен бюст-памятник Владимира Ильича Ленина. В первом районе введена автоматическая телефонная станция на 50 точек. За достигнутые успехи он был удостоен чести побывать в городе Москве на Всероссийском совещании народных депутатов и председателей поселковых и сельских советов. С таким же энтузиазмом он 5 лет проработал управляющим отделением совхоза. В это время Егор Семенович плодотворно занимается литературой, пишет стихи и поэмы. Автор любимой колымчанами песни «Родная Колыма». Становится известным не только в родном районе, но и в республике. На его стихи мелодисты сочиняют музыку, которые становятся любимыми песнями среди односельчан. Хотя Егор Семенович не учился в литературном институте, не имел специального образования, его друзья, писатели и поэты Якутии, восхищались его талантом. Ведь его университетом была сама жизнь, которая давала ему вдохновение. Друзья Егора Семеновича, видные писатели Якутии, говорили,
что у Егора есть особый талант видеть в обычных вещах необычное, значимое. Из-под пера поэта Лаптева рождались стихи о коновязи, о якутских широких лыжах, о котомке, о проруби, о якутской посуде и о многих вещах наших предков. Стихи у Егора Лаптева приобретали философское содержание. Недаром первое юношеское стихотворение «Родная моя Колыма», написанное в 14 лет о любви к родине, родному краю, впоследствии превратилось в песню-гимн колымчан. Многие стихи поэта превратились в песни, и в 1995 году вышел сборник песен, состоящий из 51 песни. А колымские легенды были переведены на русский язык якутским поэтом Семеном Руфовым и вышли на свет в 1998 году. К сожалению, книга вышла после смерти поэта Лаптева, который умер 22 августа 1997 года после тяжелой болезни. О нем тепло отзывались поэты и писатели Якутии. А поэт Семен Руфов написал в предисловии книги «Колымские легенды» следующие слова. «Прекрасным и прямым и честным человеком был Егор. Нас дружили именно эти черты его характера, а также горячее стремление бескорыстно служить своим землякам. Пусть эта книга будет нашим общим скромным венком на его могилах». Да, Егор Семенович был энтузиастом своего дела, и это подтверждает его детище историко-краеведческий музей в селе Ойсардах, ставший филиалом районного краеведческого музея города Среднеколымска. Перед вами детище Егора Семеновича Лаптева, историко-краеведческий музей в селе Ойсардах, филиал Улусного краеведческого музея города Среднеколымска. В музее есть уголок, посвященный Егору Семеновичу Лаптеву. Перед вами сын Егора Семеновича Лаптева, Николай Егорович Лаптев. Айылға қасылжанын сөбілдігілі, бұлықтырын, балықтырын. Айылға қасылжан қоған аярын, табарыстырын қытта қылдары, суятчылары қытта, мелодистары қытта қылжан, қоған үлі аяры. Полуvrеттақа Николай Босиков, Степан Доскинов құрдық. Ол суятчылары қытта бирге салжаллары. Николай Егорович, ән ағаң илден кәмігер тұғынан жырықтыңырын сөйлері дей. Кенне ұқсайғыр жарығыр дағаты. Олы бұр бұлттың қоғанда ем сөп. Музыкальный инструмент, балалайка ойнайды. Кенне жетігер ұқсайғыр музыкальный инструмент ұсталары болар. Балалайка, мандолина, гитара, оны полубаян бар екен. Ол полубаянның болуына табарыстар қаландар. Ол бигі жебете олар өрі аяллары, қоған сұғы аяллары. Ол Федор Ильич Раббек, Дмитрий Спиридонович Тарасов, Лаптев Иван Прокопьевич Курдук. Среди экспонатов есть много редких и уникальных вещей, привлекающих внимание посетителей. Музей привлек внимание не только работников музея нашей страны, но и этнографов, ученых, журналистов, туристов из Америки, Франции, Англии и Австрии. Побывал в ней и наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, который в своей речи на 5-летие работы Национального фонда Болгары
отозвался высоко о нашем музее. Хочу привести слова якутского поэта Николая Босикова. «Мой хороший, талантливый друг Егор был овеян поэзией и музыкой. Он был не только хорошим поэтом, но и настоящим работягой и одухотворенным организатором. Всегда носил с собой новые идеи на благо людям». Жизнь Егора Семеновича Лаптева – яркий пример человека, который горячо любил свой родной край, людей и сделал все, чтобы родной край процветал. В 2016 году, в год благоустройства, в поселке Озерда установлен сквер памяти братьев Лаптевых. Это конечная цель научно-практической работы выпускницы Озердавской средней школы имени Степана Николаевича Горохова Винокуровой Снежаны на протяжении нескольких лет. Снежана является правнучкой Иннокентия Семеновича Лаптева. Их жизнь – это часть истории, которую должны знать наши земляки и их дети.